рецепты освоения Дальнего Востока сами по себе самые различные. Да? И, естественно, мы все настолько разные на Дальнем Востоке. Да? И, соответственно, мы разные по региону. У кого-то есть земля для того, чтобы можно было ее предоставить для освоения по тем критериям, и она интересна, да, для кого-то, то, соответственно, значит, для этих субъектов это будет действенный механизм. Для нашего субъекта, если и появятся такие желающие, да, мы должны исходить так же, как и все, из того, чтобы в результате подобного рода получения земли не были нарушены права тех, кто имеет право на земельный участок, здесь проживающих на территории республики. У нас большое количество до сих пор неоформленных земель под пастбищами коренных малочисленных народов Севера. Да? Много до сих пор неразберихи с оформлением земель там, в пределах того же города, и Заречные, города да, Якутска, да. И в Заречье и так далее. Да. Поэтому рецепты для всех, единого универсального рецепта нет. Это один из вариантов. Вот, например, я бы как смотрела, какой из вариантов привлечения населения, да, для Дальнего Востока. Я считаю, что особенно, но это характерно не только для Якутии, ну, там, например, для того же Нерюнгри, для Алдана, для Мирного, да, это характерно и для города Сургут, для Норильска, тех городов, которые осваивались вот этим вот новым методом на энтузиазме. Посмотрите, насколько проблемными являются гиперактивные пенсионеры Нерюнгри. Но это же самые молодые пенсионеры. Да? По моему мнению, да, я согласна с теми психологами, которые говорят, почему это происходит. Потому что у них разрушен институт полной семьи. Тогда, когда они приехали на освоение месторождений, их дети понятия бабушки и дедушки не знали. То есть тогда, когда мы были маленькие, вот второе поколение алданцев, да, до определенного периода, пока к нам не вызывали наших бабушек, как нам вызывали бабушек или нас отправляли к бабушкам, да, потому что наши бабушки все жили за пределами большинства из нас алдан, нас могли там по фабрике по смене передавать, да, потому что в любом случае законодательство было такое, и условия контрактов их привлечения было такое, что сразу они должны были выходить на работу. И, соответственно, вот этот институт семьи, что касается Нерюнгри, полной семьи, он разрушен. В результате этого пенсионеры остались, а дети уехали. И они не видят смысла сегодня привозить, например, внука к этой бабушке. Потому что они, в принципе, сами никогда не вырастали с бабушками, а понимания этого нет. В результате это у нас гиперактивные пенсионеры Нерюнгри, и это очень здорово. Но я считаю, что если бы мы могли, например, сегодня создать условия какие-то особые, льготные, привлечения на Дальний Восток возврата детей, то это был бы тоже один из действенных механизмов. То есть я приезжаю, например, в Ленинский, в Лебединый, я ничего не понимаю, что там происходит летом. Там один внук на всю улицу, потому что вот кто-то один, значит, бабушкам этого внука привозят. И вот они его затискивают, он к концу лета вот с такими щеками, весь толстяк, потому что булочками его кормят все. Да? Вот кто-то один внука привез. Все остальные стараются уже куда-то в другое место внуков привозить. Детей надо возвращать, тех, кто здесь вырос, коренных якутян. Я понимаю возмущение возможное местного населения Дальнего Востока, которое скажут, а чем мы тут, почему мы не в первую очередь, и почему не по 2 гектара и так далее. Ну, давайте вспомним то, что мы все-таки россияне, да, и, наверное, все-таки какой-то стратегический интерес государством преследуется, создать какую-то буферную зону в зоне потенциальной, скажем так, опасности, да, экспансии, как, скажем так, гражданской, так и военной. Я поняла, о чем никто ты говоришь, не отрицает, скажем так, угрозу, которая к нам с юга Дальнего Востока угрожает, да? И создание, скажем так, условий неблагоприятных для освоения, допустим, колонизации и тихой сапой, что называется, китайцами, это и есть, наверное, одна из главнейших задач данной акции. Я все-таки считаю, что у этой акции другая задача. Есть определенные способы защиты государственных границ, да, возможно, и государственная безопасность, да, в том числе вот такая вот и земельная безопасность в этом тоже преследуется, да, но все-таки желание того, чтобы сюда приехали. Ведь эта позиция была высказана здесь, в Якутии. Значит, она была высказана, если я не ошибаюсь, на одном из круглых столов по развитию Дальнего Востока, когда вот здесь была группа Вячеслава Анатольевича Штырова, и обсуждали непосредственно вопрос о развитии Дальнего Востока. И, соответственно, много вариантов привлечения сюда населения любыми путями. Вернуть его вот теми же контрактами, которые были
значит, раньше, да? Ну, 14 тысячами рублей, за которые мы голосовали. И 14 тысячами рублей, безусловно. Да. Потому что в любом случае, ну, здесь будут новые рабочие места. И население должно прийти на что-то. Чтобы можно было бабушек привезти и посадить морковку выращивать, а самому идти на производство работать.